Добрый вечер! Вас приветствует башкирская марка. Лето – сезон отпусков, но только не для нашей программы. Новые музыкальные проекты, активная выставочная деятельность художников. Как можно такое пропустить? И еще множество интереснейших идей творческого контингента республики. Человек, простившийся с великой эпохой. Художник и скульптор Виктор Познов. Сделано в Башкортостане. Стилист, модельер Татьяна Грибовская. А также послы Зурава Церетели на Урале. Все это в ближайшие полчаса в башкирской марке. Приятного вам просмотра. Реалисты, они все же являются какой-то социальной такой средой, которая думает о какой-то массе такого большого народа. Они такие социальные художники. А абстракционисты, они, конечно, что? Они вольные птицы. Он захотел, как петушок, прокукарекал, не захотел, он и промолчал. Мне это неинтересно все. Так что реалисты, они социальные такие художники. Почему? Вот в России особенно это любили, этих реалистов. Потому что страна у нас холодная, непредсказуемая. Она всегда что-то теряет. Виктор Андреевич Познов, живописец, заслуженный художник БССР. Окончил художественное училище имени Савицкого в Пензе. Учился в Академии художеств в Ленинграде. С 1959 по 1966 год был председателем худсовета Башкирского отделения Художественного фонда РСФСР. С 1967 по 1985 год член правления Башкирского союза художников СССР. Участник многочисленных всесоюзных и международных выставок. Работы Виктора Познова демонстрировались в Германии, Японии, Болгарии, Великобритании, США, Канаде, Венесуэле. Путь в искусство или к художеству, как пришел, это приехал мой брат, двоюродный мой брат, Петя. Он был летчик. Он еще учился в летной школе, да, но где-то ему было уже, наверное, лет 20. Он приехал с художником ленинградским, который учился в Академии художеств на 3-м курсе. И тот однажды пришел к нам в садик, так у нас был фруктовый, там земля там такая черноземная. И они пришли, он с этюдничком, такой этюдник не сейчас, как нас делает, а то скромный, какой деревянный этюдничек. Он мою двоюродную сестру увидел, Валю, она старше меня. Она в этом садике там где-то на примусе варила варенье. Подражая матери, в какой чашечке она варила это варенье. И он говорит: ты когда сваришь, подойди ко мне. Она сварила, подошла к нему, он говорит: я тебе хочу сейчас нарисовать. Он сел на табуреточку на маленькую, это этюдник, раскрыл на скамеечке так вот, и лежу такими мазочками зелененькими, розовенькими, так вылепил ее лицо такое, она была черненькая, глаза черненькие, и вот как у вас. И он ее так хорошо, такой милый-милый сделал. Я думаю, боже мой, какие-то краски разные, да, а какая радость от этих красок. Вот тогда, я, может быть, у меня где-то в душе проснулось, может, желание вот учиться где-то. А мне было что там, может быть, 5 лет было тогда. Историю искусства я знал с детства, рассказывает Виктор Андреевич. По соседству жил добрый немец. Дело было еще до Великой Отечественной. Так у этого немца было много всяческой литературы по мировой культуре, искусству. И у деда Познова еще с дореволюционной поры хранились 2 альбома с прекрасными иллюстрациями к различным оперным спектаклям. Уже через годы эти первые позновские пособия по искусству приглянулись художнику из братской Монголии, который увез их к себе на родину. Наверное, он стал великим монгольским театральным художником. Так вот, путь художника Познова был определен еще в детстве. Чем мы ценны? То, что мы время показываем, какое оно было, какой воздух был в это время, какой был лес, какой был город, какая была деревня, кто писал, так ведь? Мы все там показали, как бы мы летописцы. А то уже такая свобода дается художнику, вот как Пикассо. Ему большая свобода дается. Он чего хочет, так он нарисует. Вот. Они, конечно,
большие раздражители таких художников-реалистов. Они их двигают вперед. Потому что реалист иногда одно и то же делает он это одно и то же. И в конце концов что получается? В конце получается то, что он себя как-то начинает повторять. Он не движется даже вперед. Он по молодости он делал более романтично, более энергично, а стареет он становится уже какой-то уже немножко обезличенный. А вот эти разные художники абстракции, как Пикассо, Матисс, они же дают что? Они дают такой, в этот суп, который варит реалист простой, он такой перчик может добавить. У меня жена упросила лицо. Ничего не сделала, а лицо похоже. И характер есть. Вот такой абстракционист. Они делают очень упрощенно, да. Ну, коротко скажет, как вот на войне команда. Ура, вперед! Потом была война. Воронежская область вместе с родным Борисоглебском были оккупированы фашистами. Познов отец, до войны строивший мосты, теперь взрывал их. После войны Виктор поступил учиться в художественное училище в Пензе. Там он сдружился с пареньком из Башкирии, звали его Саша Бурзянцев. Свела молодых людей поэзия, любовь к Есенину. По окончании Пензенского художественного училища Познов направился в северную столицу, в Ленинградскую академию художеств. Через год друзья встретились вновь. О Бурзянцеве. Именно с него началась ваша Башкирия, я думаю. Башкирия, знаете, у нас началась она случайно. Он не собирался возвращаться, когда мы закончили, он не собирался в Башкирию как-то возвращаться. Я не могу сказать, что началась с этого Башкирия. Он не хотел, он хотел, потому что Уфа была малоизвестный город ведь тогда. Вот во всех городах играли в футбол, волейбол, спорт был. А в Башкирии даже вот мы приехали, домашний даже не знал, что такое футбол. Мы бросили жребий, я вам скажу, Воронеж или Уфа. И вытащили вот в Уфу. Я из Воронежской области, он из этой. И мы бросили жребий. И поехали. Сели на поезд 11-й. Москва, это с Ленинграда в Москву. И Москва, Ташкент. Был такой, по-моему, 11-й поезд. Вот на этом 11-м поезде мы приехали в Саракташ. Есть такой. Вот. Потом к нему там Зилаир. А потом приехали сюда, в Уфу уже. Вот. Приехали, нас так встретили очень хорошо. Молодой художник мастерской обзавелся не сразу. Познову предложили помещение в только что выстроенном Дворце культуры имени Серго Орджоникидзе с условием, что он оформит спектакль по популярной пьесе Ибрагимова «Башмачки». Художник было ужаснулся, мол, я не сценограф, но руководитель самодеятельного театра Петр Николаевич Дувакин, известный уфимский артист той поры, успокоил его. «Ты же художник, у тебя все получится». Кроме оформления спектаклей, Виктор Познов вел занятия в детской изо-студии дворца. А все-таки вы в Башкирии начинали как скульптор? Да. Я начинал... Вы первый я профессиональный приехал, Буянов скульптор меня Башкирии? встретил, сказал, говорит, рад, говорит, что у нас, он посмотрел документы, говорит, рад, что у нас появился скульптор с образованием. Потому что у нас после меня приехал Фузеев, так. Шутов был еще где-то в Салавате, там работал. А Тамара Нечаева, она сделала, мы когда приехали сразу, мы увидели ее бюст. Он в салончике там, где книжки, как академические книги продавали, там поставили, как поднимайся вверх от почты. Тут магазинчик был такой, немножко там 3 ступеньки вниз. И там прямо на окошечке, на этом маленьком, мы видели бюстик. Он как раз пришел с выставки, с российской. Она первой участвовала на этой выставке, это 52 год, наверное. Она родилась, если я Борисоглебск, она станция Народная, она родилась в 20 километрах от меня. В те годы Позновым были созданы скульптуры Толстого, Макаренко. Заказывали ему и барельефы реабилитированных башкирских писателей. Выделили мы домашнего 2 этюда. Очень свежие, нам сразу понравился. Он писал не так, как вот он делал, так и импрессионистски. Он писал очень большими плоскостями. Вот прям большая плоскость. Этюд написано широко, смело, но видно по этому этюду, что человек очень много работает. Видно, что он уже
как бы вот такое слово нехорошее, поднаторел в этом деле. Он уже мог свободно кистью, владел этой кистью хорошо. Он знал, что хотел нам показать. Но почему-то он потом уже ушел с этой дороги. Вот эти два художника, они сразу бросились в глаза. В 1958 году в Москве проходила всесоюзная выставка, посвященная 40-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Среди художественных полотен соответствующей тематике выделялись пейзажи Познова. Я, как помню, я висел, значит, на выставке Серов, там с Лениным, такой Серов был, это Владимир Серов. И Чеканюк, украинский этот молодой художник. Он моложе меня, по-моему, года на 3 даже. У него там были кулаки и новая власть. Эти красноармейцы так идут по улице. Вот такая у него, значит, была картина. И мой пейзаж, березовый плод, между ними повесили. Там была группа наших художников, и Фоминов у нас был, он умер, и Женя. Он говорит, нас руководители, Давыдов, привез на эту выставку, всесоюзную выставку этого 40 лет комсомола. И он нам показал на мой пейзаж, вот береза плоты, говорит, вот так, говорит, надо писать. Он был у меня написан обще, такая была глубокая осень, плоты белые, и написал в красном ключе, плывут. Это самый лучший пейзаж Башкирии. Сколько вот я проехал, да, в Прибалтике, на Кавказе, в Сибири. Самый для пейзажа, здесь что тут? Тайга, пожалуйста. Скалы, пожалуйста. Степи, пожалуйста. Водопад, родник. Ну, все, пожалуйста. Вот сейчас приезжайте, лесостепные степи, вот там, где вот, допустим, вот Воронежская, Липецкая, Орловская. Ну, что там видишь? Лесов нету. Есть кустарники, около река, какой-нибудь река Битюк идет, там около Калача. Вот там кустарничек, там ива, лошадь, а что какой дуб вырос крупный, где там ты увидишь это, или какая-то сосна огромная, где ты ее увидишь, их нет. Тут природа, сколько ты хочешь, столько, пожалуйста, бери. Выставки республиканские, декадные, зональные, всероссийские, всесоюзные, международные. 1960 год. Советская Россия – один из крупнейших проектов той великой эпохи. Башкирский союз был очень сильным, он не будет сильным. Вот ребята молодые вот нам дали какие-то бумажки, грамоты. Вот вы все члены союза стали, вы ни на одну такую выставку не попали. Чтобы на эту выставку попасть, знаете, какие надо, сколько работы отгоняют? Это ведь сидит 60-70 человек поставком. И все борются за место. Вот есть в манеже такое-то местечко там было. Вот. Ну, сейчас сгорел он, манеж, его там. За это местечко надо, знаешь, как это, одну работу, чтобы тебе взяли, или 2 там, или 3. Это так. А сейчас что? Вот мы 3 собрались, поехали в Челябинск, у нас прошла выставка. А кто ее отбирал? Она прошла как? Мы вот захотели, вот мы можем что угодно показать. А раньше был очень отбор серьезный. Художник напишет огромное полотно, привезет, особенно Кавказ. У них там папахи, эти бурки, по 5 метров тащат, ее несут, и лишь обратно уже ее несут, там Толя, Вася, уже ее несут обратно, что она не прошла. А там она сделана хорошо работа. Ну, не тот уровень. Раньше был уровень. А вы писали на заказ на злобу дня или на злобу времени? Так? Ну, я Ленин написал. 1969 год, 50-летие со дня образования БССР, было отмечено декадой башкирской культуры в Москве. И к столетию основателя советского государства Владимира Ильича Ленина художник посвящает работу. Автор запечатлел его встречу с Надеждой Крупской в Уфе. Картина Познова вошла в собрание лучших художественных произведений о вожде мирового пролетариата. Потом при встрече Ахундзянов, видный государственный деятель того времени, шутил: «Знаю я, с кого ты рисовала их. Крупская – это твоя жена, а Ленин – ты сам». Владимир Познов был награжден медалью за доблестный труд, а в 1972 году удостоился диплома 1-й степени ВДНХ СССР. А любимые ваши художники? С местных, есть ну, таковые? я хочу, вот, кого я назвал, это всех Это очень... Тюлькины. Это Тюлькин, ну, Тюлькин большой романтик, вот. Ну, домашний ученик.
Тюлькин на всех оказал огромное влияние. Хотя они не похожи на него совершенно никак. Ни с какой стороны не похожи. Ну, никак там, ничего там, все разное. Но это романтик большой. Почему? Он на какой-то горе это жил, ну, что там можно увидеть? Пройти куда-то, ничего не заметить. Он так ее воспел, эту гору. Эти избушки, эти лодки. У него смоление лодки есть, там это белые. Он кусочек такой, он показал, через этот кусочек он показал, как бы всю Уфу показал. Просто забыли у нас художника Урядова. Он был большой лирик, очень тонкий. И вот его там лоси пьют у водопоя, да. Он копировал, я был, будучи председателем художественного совета, да, за это время, пока он жил, а у него была немножко астма была, да, он все время заказывал эти водопои. Он скопировал их 8 штук своего оригинала, который находится, говорят, в музее. Даже вот это в больнице вот, правительственной, он висит на втором этаже, один из вариантов. И когда уже он умер, поступил опять заказ, это на этих лосей, 9-й уже заказ. И его выполнил Фоминов, у нас был тут, Женя Фоминов. Ну, надо выполнить. Он скопировался уже под Урядова, пытался сделать, ну, как Урядов он не мог написать, но все же заказчик был такой, заказ исполнен для заказчика. Вот Урядов был хороший художник. Ну, Нечаева Тамара. Она скульптор, не живописец, но ее такая энергия, желание, бескомпромиссность такая в искусстве. Она тоже, конечно, занимает очень хорошее место, потому что будь такой молодой, еще не будучи, ей не было, по-моему, 30 лет, сделать целовато. Вы как думаете? Конечно, дядя, это Лежнев, дядя его родной, он, конечно, помогал ей и советом, потому что он учился немножко у Сурикова, знаком был с Суриком. А знакомство с любым крупным художником, молодого художника, имеет колоссальное значение. Это самое главное. Потому что старший художник, которого ты уважаешь и который для тебя как-то определяет ценность, если ты с ним знаком, и ты с ним имел какую-то маленькую встречу, это, считай, подарок судьбы. Ты можешь пойти дальше. Особенно вот старшего такого поколения, которые жили еще вот во времена того еще какой-то дореволюционного такого плана были такие художники. Вот сейчас уж немножко выветрились наши художники сейчас уже в советское время. Они такие, как были старые художники. Вот как Тюлькин, они еще знали то время, и советское знали, и то время знали. Они как бы вобрали все два периода той жизни при одной власти и при другой власти. Вот сейчас что? Сейчас сложно ведь. Мы как бы сейчас переходим в другую стадию жизни, так ведь? Обещающий нам что-то такое вот. Но мы еще ее как-то не оценили до конца. А та еще не забыта. Вот этот перелом такой очень сложный сейчас. Вот для молодежи, я хочу сказать, очень сложный перелом такой. Как жить дальше? Ну и как жить дальше? Что древние говорят важно? Сердце, душа и немножко разумения. Вот бывает и сердечные люди становятся, и душевные, и разумение появляется. Это во всех религиях на первом месте стоит ведь. Какую мы религию не взяли, это первое условие. Это сердце, душа и разумение. Мы уже отметили, что башкирская марка – самая патриотическая программа. Откуда рождается в нас патриотизм? Он рождается из гордости за что-либо и за кого-либо. Сегодня башкирская марка гордится Татьяной Грибовской. Я сдала экзамен. Я думаю, что на отлично. Ну, отлично, молодец. Спасибо вам. Да, молодец. Татьяна Грибовская – яркое имя на небосклоне российского парикмахерского искусства. Мастер международного класса, двукратная чемпионка России, призер европейских и мировых чемпионатов по парикмахерскому искусству Германии, Австрии, Бельгии. Обладатель гран-при по макияжу «Золотая роза» в Париже и других престижных наград. Работает стилистом на российском телеканале.
Я стилист, и я уже подчеркивала на этом семинаре неоднократно коллегам, нет разделения парикмахер, визажист, стилист. Мы работаем не только с головой, мы работаем, мы видим кожу, мы видим глаза, мы видим одежду, мы знаем, какой образ жизни ведет наш клиент, мы видим, как он одевается и как он ходит. Поэтому мы должны это все проанализировать и выдать целый образ. Это и макияж, и волосы. Мы также можем порекомендовать какую-то одежду. Если вдруг мы изменили клиента кардинально, надо подсказать ему, как ему теперь одеться, какой цвет ему нужно выбрать. Все это сейчас задача парикмахера-стилиста. Вы работаете стилистом на РТР. Для меня, как для очень творческого человека, немножечко там было тяжело. Почему? Потому что рамки телевидения, вы понимаете, журналист, да? Тем более рамки российского телевидения, там очень строго по макияжу, по одежде, по укладкам. Там в основном пригодилась моя техника, моя база, моя правильность обслуживания наших ведущих. А творчество у меня в салоне. Так. А ведь творческая судьба нашей землячки могла сложиться совершенно иначе. Татьяна окончила факультет психологии Башгоспедуниверситета. Активно занималась спортом. Но еще студенткой последнего курса поступила учиться в Российскую академию парикмахерского искусства в Москве. По окончании которой преуспевающая девушка продолжила учебу уже в Московском государственном университете культуры. Прошла стажировку в Италии. Есть строптивые клиенты, есть идеальные клиенты. Клиент отличается или голова только отличается? Конечно, конечно. Во-первых, волосы – это показатель характера. Это уже давно всем известно, я это еще раз подтверждаю. Клиенты бывают и упрямые, и строптивые, и ежики по характеру, и ежики на голове. Прям вот все вот так. Идеальный клиент – большая редкость, но бывает, я горжусь. Мне тоже. Какой он идеальный клиент? Опять же по волосам, да, судим? Идеальный клиент, который полностью совпадает с собой по вкусу. Не который читает книжку и говорит, ну, делайте что-нибудь. Он и не оценит твою работу, как бы ты ее ни сделала. Идеальный клиент – это который с тобой участвует и принимает твои решения вот с благодарностью. Вот это идеальный клиент для меня. Модные тенденции сезона осень-зима 2004-2005 в парикмахерском искусстве. В свой приезд в родной город Татьяна Грибовская сделала подарок своим наставникам и уфимским коллегам – авторский семинар. Ведущий стилист компании «Велла» представила новые технологии окрашивания волос, авторские мужские и женские модели салонных работ. Мы говорим об отдельно взятом клиенте, об отдельно взятой личности, образе. А можно ли как-то изменить образ не одного человека, а образ какого-то конгломерата или толпы, или вот, скажем, уфимцев? Как можно поменять образ уфимцев? Существует такое направление нашего деятельности, как корпоративная имиджевая политика. Когда нас, стилистов, просят разработать целый имидж для какой-то фирмы. Да. Мы разрабатываем от костюмов до макияжа, до прически, до манеры поведения. У нас было такое подсотрудничество с авиакомпаниями, когда мы отслеживали образы стюардессы. У нас это было, да. Образ уфимцев, кстати, он уже у меня сложился, пока мы отбирали модели. Было очень тяжело выбрать. У всех одинаковые стрижки. Мне для моих разностей, для разных длин, разных цветов было очень проблемно выбрать модели. То есть в Уфе уже есть вот свой образ. И когда я сказала, боже мой, ну почему у всех короткие макушки? Кто-то из моделей мне сказал, это уфимский стиль. То есть, да, вот уже... Быстро звучит гордо. Звучит гордо, но его надо поменять, да? Можно перекрасить любого, было бы. Нужно? А вот нужно ли, да, вот это вопрос. Да? Я думаю, что можно оставлять волосы натуральные, но они должны быть блестящие. Что дает краска, да? Почему красить? Краска дает блеск. Они должны быть хорошо прострижены, чтобы они лежали, чтобы, вот опять же, тема сегодняшнего семинара. Стрижка должна была сделана так, чтобы клиент сам мог укладываться дома, чтобы не обращался за помощью к парикмахеру, чтобы не было такого, что из парикмахерской он вышел с шедевром, а ему дома голову и ничего не может сделать. Да? Поэтому хорошая стрижка, чтобы клиент сам мог работать дома. И если это натуральный волос, он должен быть ухоженным,
То есть все равно есть чем заняться парикмахерской. Парикмахер может рассказать об уходе, может порекомендовать те препараты, которые нужны именно вам. Поэтому, да, что касается натуральных волос, может быть, не нужно. Вот у вас натуральные волосы, я вижу. Да, натуральные волосы. Это моя гордость. Да, действительно, это моя гордость натуральная. Отсутствие краски, да? Полностью, да, да. Я знаю цену своему цвету волос. Это очень редкий цвет волос. Потом, это качество волос. Я очень ухожу за своим качеством волос. И я много что из него могу сделать. Из такой длины. Поэтому я оставляю свой волос натуральным. То есть я знаю, почему он у меня остается натуральным. Не потому, что мне некогда или лень, все прочее. Потому что я знаю, что он так красивее. Первые шаги в так называемом стильном бизнесе Татьяна сделала в Уфе. Еще до поступления в институт она обучалась в Уфимском центре парикмахерского искусства. Из стен экспериментальной лаборатории, так некогда назывался центр, вышли такие звезды российского парикмахерского искусства, как Венер Анваров, Николай Максимовский. Лучшие традиции мастеров центра нашли продолжение в творчестве Татьяны Грибовской. Я хотела бы поблагодарить своих учителей, потому что действительно очень важно для меня, что они здесь были. Альтина Николаевна Щербакова, великолепный мастер женских видов работы. Альбина Александрова, потрясающая колорист, у которой я училась красить. Лилечка Гибадулина, у которой я училась мужским видом работы. Наверное, вот эти мастера, которым я просто безумно благодарна, они все сегодня были, они мне дали большой задел на будущее, который я сегодня с радостью вернула. Кстати, модные тенденции лета-осени 2004 года. Ну и каковы они? Модные тенденции. Так как мы неразрывно связаны с модой на одежду, а одежда в этих сезонах сейчас очень яркая, цветная и насыщенная, особенно розовый цвет, да, присутствует, волосы, наоборот, не могут иметь насыщенный оттенок. Вы видите, у нас все очень было натурально сегодня, очень спокойно. Каких-то креативных ярких окрашиваний нас не было, только блоки. То есть волосы в этом сезоне имеют ровное окрашивание, в меру насыщенные, никаких кричащих пряди, пестроты, ничего этого нет. Мы должны уравновесить одежду, чтобы сложился, опять подчеркиваю, цельный гармоничный образ. Длина все-таки наблюдается сейчас в женской тенденции, нет коротких стрижек. Длина средняя от 25 сантиметров и выше. Также в мужских стрижках, помимо темы спорта, когда очень короткие стрижки, мужчины тоже начали отращивать волосы. Сейчас тоже мужчина должен быть красивым. Они оставались настоящими мужчинами. Ну, главное, чтобы не поменялась суть, да. То есть тенденции такие, красота во всех направлениях. Первые цветные фотографии Уфы, заказ последнего российского императора. Судьба уникальной коллекции царского фотографа. Узнает ли Уфа себя через 100 лет? Это был анонс нашего следующего выпуска. А пока до свидания. И помните, самые лучшие творческие проекты сезона в нашей программе «Башкирская марка».